Нет у меня больше комментариев. А давайте посмотрим лучше умного человека, да? Ролик предсказания Бориса Ефимовича Немцова, который он сделал 10 лет назад, после Грузинской войны. И давайте его просто посмотрим и поразимся тому, как он видел будущее. К чему эта ошибка приведет? Первое. Гонка вооружений. Сейчас Россия тратит на оружие 40 миллиардов долларов. Это около 20% бюджета. Ну, Россия будет тратить, допустим, в 2 раза больше. Деньги придется брать у кого? У пенсионеров, у учителей, врачей. Таким образом, важнейшая проблема России, а именно бедность. Бедность. Когда моя мама получает пенсию 100 евро и платит за квартиру 70, у нее на жилье остается 1 евро в день. Путин будет заниматься производством оружия в это время. Ему зачем моя мама? Я, конечно, своей маме помогу, нет проблем. И моя мама не пропадет, слава богу. Но у нас таких, как моя мама, еще 38 миллионов. Да? И 25 миллионов человек живут меньше, чем на $2 в день. 25 миллионов. Путин будет строить танки и ракеты. Это очевидно. Гонка вооружений. Раз. Второе. Международная изоляция. То есть исключение России из Большой Восьмерки. Большие проблемы между Евросоюзом и Россией. Поэтому, очевидно, будут санкции. Дальше. Бизнес. Очевидно, что Запад будет ограничивать участие русского бизнеса в своих делах. Очевидно совершенно. Вот сейчас он ограничивает «Газпром», справедливо считая, что «Газпром» — это не бизнес, а это политика. А с этого мгновения они будут считать, что любой русский бизнес — это политика. Таким образом, это удар по бизнесу. Наконец, очевидно, что когда Россия в кольце врагов, то внутри страны будет усиливаться реакция, ксенофобия, то есть ненависть ко всем остальным гражданам планеты, и будет усиливаться авторитарные диктаторские тенденции. Это очевидно. Ну, как по писанному, да, как по нотам. Единственное, в чем Ефимович ошибся, что это случилось не после Грузинской войны, а после все-таки аннексии Крыма, оккупации Донбасса. В остальном вот то, что было адекватным людям, понятно уже 10 лет назад. У нас